Россия сможет надежно защитить национальные интересы в Арктике только с помощью ускоренного развития своих северных территорий, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это стало главной темой выездного заседания Президиума экспертного совета Верхней палаты Российского парламента, которое состоялось 26 июня в Якутске. Матвиенко подчеркнула важность проведения выездного заседания именно в Якутии, поскольку республика является крупнейшим арктическим регионом России, и практически все вопросы, связанные с развитием Арктики, имеют для субъекта огромное значение. Здесь наработан очень интересный и ценный опыт по решению многих проблем, актуальных для большинства арктических регионов страны. Вместе с тем, по мнению Матвиенко, эта задача решается пока недостаточно эффективно. Существующая нормативно-правовая база далеко не отвечает поставленным задачам, отметила спикер. Ключевой документ в этой части — государственная программа по социально-экономическому развитию арктической зоны. К сожалению, как сам документ, он безусловно важен, но он не содержит ни индикаторов, ни четких показателей, по которым можно судить об эффективности ее реализации, ни, что очень важно, но тем не менее не предусмотрено финансирование программы из федерального бюджета, иначе говоря, то есть формально документ есть, он безусловно как стратегический документ, определяющий цели, направления, важен, он утвержден, но в таком виде он полноценно, конечно же, работать не может. И считаю, что по итогам заседания нам необходимо поставить вопрос перед председателем правительства о содержательном наполнении данной государственной программы собственными мероприятиями, а не выдержками из других программных документов. На сегодняшний день в России нет базового документа, в котором бы учитывались специфика арктических территорий и предусматривались механизмы обеспечения их комплексного развития. В этом плане наша страна отстает от других арктических государств, активно ищущих эффективные подходы к развитию своих приполярных и заполярных территорий. Учитывая актуальность этой темы, хватит заниматься разговорами, обсуждениями. Я не знаю, там ни одного, наверное, ведомства, которое было бы против того, что такой закон необходим. Но, к сожалению, все эти обсуждения, дискуссии не перешли в практическую плотность. Если принимать закон, то он не должен быть набором благих пожеланий, неким меморандумом о намерениях. Закон должен быть документом прямого действия, четким, понятным, без декларативных пожеланий маниловского типа, не подкрепленных финансовым и организационным механизмом. Это самое главное. В Арктике следует установить особый режим экономической деятельности, полагает Матвиенко, внедрять дополнительные меры стимулирования инвестиционной, инновационной деятельности, в том числе за счет налоговых преференций, поддержки малого и среднего бизнеса, механизмов государственно-частного партнерства. Когда мы такие предложения вносим в экономическое, финансовое ведомство правительства, всегда один ответ – это уменьшить налоги в бюджет, все преференции налоговые. Ну, сегодня мы вообще ничего не получаем в бюджет от того, что не доразвиваем эти территории. А если мы дадим некие преференции, льготы, то мы получим большой кумулятивный эффект, и мы потом будем получать реальные как раз доходы в бюджет. То есть, ну, если ничего не делать, то можно просто заморозить ситуацию. Еще один приоритет – сбережение уникальной экологической системы Арктики, подчеркнула спикер. Обустройство инфраструктуры арктической зоны неизбежно затронет жизнь людей, которые традиционно проживают на этих территориях. Вопросы получения ими справедливой компенсации в случае ущерба при разработке месторождений, развитии транспорта должны стать важной частью нового законодательства об Арктике. Инфраструктура должна служить людям, а не усложнять им жизнь. В заключении спикер Совета Федерации поблагодарила руководство Якутии за приглашение посетить республику и поздравила жителей Северного края с якутским национальным праздником Исэх. Арктика – это не просто регион наших стратегических интересов. Россия – это великая северная держава, и сама история и география уже много веков назад поставили перед нашим народом задачу обустройства этих земель. И нам от этого никуда не деться. Уверена, что сегодня прозвучит немало конструктивных идей, предложений, которые в скором будущем обретут силу законов, нормативных актов. И
прежде чем приступить к нашей уже работе конструктивной, я хочу поздравить, мы все-таки находимся на якутской земле, поздравить всех участников нашего совещания, прежде всего наших гостеприимных хозяев с национальным якутским праздником Исех Туймады. Он родился на очень суровой земле, но стойкий, полный оптимизма характера якутского народа сделал это радостным, жизнеутверждающим обычаем непростой северной жизни. И у нас будет возможность познакомиться с этим национальным якутским праздником. Я хочу пожелать всем жителям этой суровой земли благополучия, процветания, успехов. Руслан Басыгысов, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЕСИА.